Путин ждет Трампа на параде Победы в Москве. В России провели немедленную посадку самолетов в 7 регионах страны. Зеленский бьет тревогу, а украинские чиновники заявляют, что Украина сбила свой F-16 из-за ошибки американцев. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Российское небо – зона боевых действий. Как в РФ жалуется на масштабный обстрел? Что известно об экстренном закрытии неба? Зеленский заявил, что Украина может пасть. При каких условиях? США же вновь обещают помощь, но не бесплатно. Чего захотели помимо редкоземельных металлов? Детали. Мощнейшее землетрясение в России, задевшее Казахстан, а также жесткие методы борьбы с нелегалами из Центральной Азии. Куда Трамп отправил узбекистанцев? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В 7 аэропортах России провели немедленную посадку всех самолетов. Кроме того, были введены ограничения на прием и вылет лайнеров. Причина проста – работа ПВО, как следствие введения плана «Ковер», в рамках которого и существуют ограничения. Украинские дроны вновь летят по военным объектам РФ. Аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска были закрыты. География полета украинских БПЛА широка. Да ну нахуй, блядь! Российское небо – зона боевых действий, жалуются россияне. Над Волгоградской областью 17 дронов якобы были сбиты, но прилеты таки зафиксированы. Ударные беспилотники летели к НПЗ, который входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, заявили в Украине. В Волгограде же говорят, что один дрон влетел еще и в многоэтажку. Рядом дома, где живут военные. Гремело и в других областях РФ. Зеленский бьет тревогу. Без поддержки со стороны США Украине будет крайне трудно выжить, а Путин только воспользуется этим. Украинский президент говорит, что в Кремле не отказались от замысла совершить еще одно вторжение, но уже через несколько лет. Перед этим Москва хочет паузы, чтобы подготовиться, обучить своих солдат, чтобы с РФ были сняты санкции. Но это лишь пауза перед новым нападением, уверяет Зеленский, поэтому без помощи Вашингтона Киеву не обойтись. Very difficult. Вероятно, это будет очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях есть шанс. Но у нас будет маленький шанс. Вообще никакого шанса выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно. Я не хочу думать, что мы не будем стратегическими партнерами. Я не хочу об этом думать, потому что это окажет давление на моральный дух украинцев, и это будет плохо. Мы увеличили свое производство, и на этом уровне оборонной промышленности мы действительно можем на что-то рассчитывать. Но этого недостаточно. Жесткое заявление, а может и признание Зеленского прозвучало в эфире американского телеканала NBC News. Напомню, что накануне в Мюнхене прошла двусторонняя встреча президента Украины с вице-президентом США Джей Ди Венсом, который, кстати, заявил, что Вашингтон не хочет новой войны. По сути, цель такова, как ее обозначил президент Трамп. Мы хотим, чтобы война подошла к концу, мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь прочного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе всего через пару лет. Так что у нас был ряд полезных бесед о том, как мы могли бы достичь этого вместе, и, безусловно, в ближайшие дни, недели и месяцы у нас будет еще много таких бесед. Вызывают ли у вас доверие слова Венса? И может ли сценарий, озвученный Зеленским, стать реальностью? Как считаете? Кстати, в Киеве говорят, что Путин попытается сделать все, чтобы Трамп приехал в Москву 9 мая на парад Победы. США готовы ударить по больному месту Путина. Представители новой администрации Трампа дают понять, что церемониться с Кремлем не собираются, особенно если Путин будет избегать переговоров о завершении войны. Министр финансов США, который на днях прилетал на встречу с Зеленским, чтобы обсудить редкоземельные ресурсы Украины в обмен на помощь Вашингтона, говорит, что его ведомство готово реализовать решение Трампа о дополнительных санкциях против РФ, если это понадобится. Скотт Бессент также намекает, что США
США выгодно и дальше быть с Украиной, но, конечно же, не бесплатно. США могут сыграть ключевую роль в восстановлении украинской экономики после войны. Если мы будем частью этого процесса, то сможем получить выгоду. Украина находится рядом с Польшей, одной из крупнейших историй успеха за последние 30 лет. С 90-х годов Польша показала второй по величине экономический рост в мире после Китая. Почему Украина не может повторить этот успех? Почему США не должны получить свою долю от этого, используя украинские редкоземельные металлы, энергоресурсы, государственные предприятия? Мы можем помочь с модернизацией, внедрением передовых технологий и управлением. Никто, кроме Украины. Президент Франции заявил, что только Киев должен проводить переговоры с РФ о мире, намекая на то, что за спиной у Украины Трамп и Путин не должны вести закулисные игры. Если президент Трамп действительно сможет убедить президента Путина прекратить агрессию против Украины, это отличная новость. Дальше только сами украинцы могут вести переговоры о прочном и долгосрочном мире. Мы будем им в этом помогать. Мы, европейцы, должны усилить нашу коллективную безопасность и стать более автономными. Макрон также заявляет, что пришло время меняться, пора создавать сильную и суверенную Европу. А вот один из союзников РФ, Китай, уверен, что в переговорах о завершении войны должны принимать участие и европейцы. Китай хотел бы видеть, что все усилия Трампа по достижению мира приносят результат, особенно если США придут к общему пониманию с Россией. Эта война происходит на европейской земле. Европа должна играть важную роль в этом процессе. Интересно, но на Мюнхенской конференции по безопасности все же пришли к точному и четкому выводу. Путину не удастся продиктовать только свои условия. Украина будет за столом переговоров. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми говорит, что обсуждал это с американским вице-президентом. Зеленский должен знать все о переговорах, как бы Кремль не пытался представить украинского президента нелегитимным. Тем временем в Саудовской Аравии заявили, что готовы встретить на своей земле Трампа и Путина для их первого диалога офлайн. Королевство выражает готовность принять этот саммит на своей территории и подтверждает свои постоянные усилия по достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной. Тем временем в Европе происходит тихая, но тревожная подготовка. Группа европейских стран разрабатывает секретный план по отправке войск в Украину для обеспечения безопасности после войны. Великобритания и Франция возглавляют этот процесс, но детали остаются в тени. Никто не хочет раскрывать карты и давать Путину преимущество, если он решится на переговоры. Но военные предупреждают, если Россия не отведет крупные силы, Европе придется развернуть настоящую армию, а не просто миротворцев. Об этом пишет Associated Press. Подписчики, а как вы считаете, наберется ли наконец смелости Европа и помимо выражения обеспокоенности, сможет ли направить свои войска даже после прекращения боевых действий в Украину, как гарантию безопасности? Напишите, пожалуйста, свои мысли по этому поводу в комментариях под видео. Из-за действий США Украина ударила по своему же F-16 и сбила его. О том, что действия американцев привели к потере не только воздушного судна, но и украинского летчика АСА, пишет Wall Street Journal. Несмотря на то, что официальная причина катастрофы, которая произошла 26 августа во время массированного обстрела Украины со стороны России, неизвестна, представители Киева на условиях анонимности признали, был дружественный огонь. И, скорее всего, F-16 сбил Patriot. Причина – отсутствие ключевой технологии распознавания свой-чужой, которую США не передали Украине. Издание уточняет, что Соединенные Штаты Америки и их европейские союзники используют тактическую сеть Link-16, которая в режиме реального времени предоставляет информацию обо всех участниках системы – самолетах, наземных подразделениях, наземных средствах противовоздушной обороны и командования. Такая видимость делает операции более безопасными для союзников и смертоносными для врага. Link-16 также уменьшает риски для пилотов, которые летят одновременно со шквалом вражеских ракет и беспилотников, гарантируя, что их коллеги на земле знают, где находятся их самолеты. Но к моменту прибытия F-16 украинские ЗРК Patriot не были оборудованы Link-16. Издание уточняет, когда первые Patriot появились в Украине весной 2023 года, США не планировали, что Киев вскоре получит еще и F-16. Поэтому комплексы передали без Link-16, а когда истребители одобрили, ничего не исправили. Кроме того, Link-16 чрезвычайно важная и секретная система. США могли намеренно не передавать ее из-за опасений реакции России.
Режим повышенной готовности пришлось ввести на Алтае. Мощное землетрясение произошло в РФ, задев при этом Казахстан. Магнитуда подземных толчков 6,4. Трясло так, что на некоторое время произошло отключение электроэнергии в части села Кош-Агач. Зафиксированы незначительные разрушения в некоторых помещениях. Что делать? Да ничего не делал. Надо выходить из дома, в смысле ничего не делать? Глава Алтая заявил, что эпицентр землетрясения находился в 1,5 километрах от села Бельтир. Пострадавших, уверяет, нет. Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно незначительные, не связанные с конструктивом зданий. В Казахстане заявили, что на их территории землю трясло в 2 областях – Восточно-Казахстанской и Вабайской. Подземные толчки были меньшей магнитуды, чем в РФ. Напомню, землетрясение в субботу было зафиксировано еще и в США. Кроме того, мир обсуждает и ситуацию на греческом острове Санторини, где за последние несколько недель произошло практически 20 тысяч землетрясений. Что думаете об этих событиях? Трамп исполняет обещания. Под жесткие правила попали граждане Узбекистана. США нашли новый способ массовой депортации из страны. Теперь мигрантов из Азии они отправляют в Латинскую Америку, чтобы ускорить процесс их выдворения. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Самолет со 119 мигрантами вылетел из Калифорнии и приземлился в Панаме. На борту оказались граждане Китая, Пакистана, Афганистана и Узбекистана. Авторы издания пишут, азиатские страны неохотно принимают своих граждан обратно, что затрудняет депортацию, и, мол, Узбекистан также отказался принимать своих граждан. Тем временем пресса Узбекистана со ссылкой на посольство США в республике и Министерство иностранных дел уверяет, что информация о том, что Ташкент отказался от своих же людей, не соответствует действительности. Издание Кун-Уз приводит версию МИДа Узбекистана. Посольство Узбекистана в Вашингтоне и консульство в Нью-Йорке находятся в постоянном контакте с американским департаментом внутренней безопасности. Если у узбекистанцев, подлежащих депортации, возникают проблемы с документами или другие вопросы, мы готовы оказать помощь. Сейчас у нас нет точных данных о том, есть ли граждане Узбекистана в Панаме и сколько их. Если они там есть, мы окажем им всю необходимую поддержку. Лукашенко уже этим летом вновь даст зеленый свет тысячам российских военных, для которых Минск откроет свои границы. Российские оккупанты могут в дальнейшем напасть на Украину, либо же на одну из стран Европы. Такое предположение или же предупреждение прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности. Россия готовит 15 дивизий, уверяет Зеленский. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси или частично. Я не знаю, 100-150 тысяч человек — это просто большая группировка. Я не уверен, что эта группировка пойдет в наступление на Украину. Честно вам скажу, может быть, но она может двинуться и в другом направлении. Я никого не пугаю, просто они могут пойти как в Украину, так же, как это было в 2022 году. Или они пойдут в Польшу или страны Балтии. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.